крутите вы эти задвижки, не ломайте их. Некоторые специально ломают их. Добывается, но не доходит до населения. Жители Назрани испытывают острую нехватку питьевой воды. Какая причина на этот раз? Сладкие угощения для косолапых воришек. В Ингушетии начали подкармливать медведей шоколадными конфетами, чтобы они не грабили пасеки. Здесь специальный электромагнит. Вот при включении он прилипает к любой металлической плоскости. Образованию все возрасты покорны. Предпенсионеры могут бесплатно пройти профобучение. Расскажем о тех, кто начал изучать азы производства автоприцепов. Нашей целью является то, чтобы мы создали максимально больше возможностей для досуга молодежи. Сегодня Международный день молодежи. В Ингушетии праздник отметили веселой квест-игрой. Мы, в свою очередь, эту акцию приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Их подвиги на века останутся в памяти потомков. «Женское лицо победы» – выставка с таким девизом впервые проходит в Музее краеведения. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. В преддверии нового учебного года правительство страны дополнительно выделило средства для российских школ. 25 миллиардов пойдут на выплаты классным руководителям. Деньги также направлены на закупку автобусов и организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Проработает правительство и вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам по поручению президента. Средства пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. В общей сложности это 47,5 миллиардов рублей. И еще более 2 миллиардов пойдут на компенсацию выпадающих доходов федеральных организаций и учреждений. Проблема с водой все еще актуальна для жителей Назрани. Трудностей с ее добычей и перекачкой благодаря новым насосам нет. Теперь препятствия – ветхие трубы. Они не выдерживают напора. Рабочим приходится устранять частые локальные порывы. Но это, как оказалось, не единственная причина дефицита воды. Репортаж Дианы Дударовой. Проблемы с водоснабжением в Назрани решаются уже на протяжении нескольких месяцев. Приобрели новые погружные насосы для водозабора, увеличили давление, воду подали. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Но не тут-то было. О себе быстро напомнили ветхие сети. Мощность нового оборудования не выдерживает трубы. Порывы приходится устранять практически каждый день. В каждом административном округе есть свои бюджеты, предусмотренные на этом. Зная заранее эту ситуацию, их предусматривать. С очередной такой проблемой столкнулись накануне и в Альтиево. В районе новостроек за каналом устранили сразу 3 порыва на центральном водопроводе. Численность населения в этой части города с каждым годом растет. Вместе с ним увеличивается и давление насосов. Для устранения этого порыва труба должна быть абсолютно сухая. Если она не сухая, они не могут там ее варить, там не могут. Но это день-два, это минимум затягивает этот процесс. Люди не понимают, 2 дня нет воды, водоканал виноват. Вина тут не наша, устаревшие вот эти трубы, устаревшие все это, давление не выдерживает. Правда, воду отключают не только по причине ремонта труб. Некоторые безответственные жители намеренно перекрывают задвижки, видимо, надеясь так увеличить напор у себя дома. Таким образом, не только оставляют соседей без воды, но и портят в целом систему водоснабжения. Это бесполезно. Они нарушают всю нашу систему, которая налаженная стоит. Мы подаем воду, и все, она разлаженная. Потом нам приходится день-два их налаживать. У меня большая просьба к населению. Если нет воды, там какие-то проблемы, обратитесь к водоканалу, не крутите вы эти задвижки, не ломайте их. Некоторые специально ломают их. А местные власти допускают вероятность диверсии и хулиганства. Полагают, перекрывают воду даже с целью просто досадить. А ведь в других городах и районах республики таких проблем нет. Задвижек много, за всеми не уследишь и везде не установишь камеры видеонаблюдения, отмечают представители мэрии. Убедительная просьба у нас и раньше мы путем прессы и телевидения обращались к населению. Не крутить эти задвижки самовольно. Тем более, что население неизвестное.
Решает эта проблема именно этого человека или не решает. Словом, это из той же серии хулиганства, что и кража крыши канализационных люков. Очередная украдена по улице Московская. Последствия увидели сразу. Накануне ночью в яму угодил чей-то автомобиль. Следы еще свежие. Тут, говорят, машина подъехала, 2 машины стали, закинули люк. Здесь чугунный люк. Это канализационный люк, 2-3 метра глубиной. Там протекает канализация. Они ее унесли для своей выгоды. Ну какая там может быть выгода, там 1000 рублей. Вчера сюда наехала машина, даже видно, что здесь от машины вот эти осколки остались. Если бы сюда попал бы ребенок, то живым оттуда бы не вышел бы. Жалуются и в другой черте города. В 105-м массиве более 2 месяцев вода идет только по ночам. И то тонкой струйкой. Причина здесь была в насосах котельных домов. Они не тянули воду. Управляющая компания эту проблему устранила. Уже несколько дней вода поступает в квартиры высоток. Каждый день и звонили, и в мэрию ходили. Везде просили уже. Приводили сюда. После этого опять пустили. Когда они приходят, воду отпускают. Когда они уходят, телевидение тоже не первые приехали. Я сейчас название телевидения точно не могу вам сказать. Они когда приехали, они нам с напором воду пустили. Так же тоже нельзя. Так же не может быть, если насосы, если там в водоканале какие-то проблемы. Однако главной причиной слабого водоснабжения считают частые отключения света. Энергетики меняют здесь провода. Правда, непонятно, почему жалуются только жители 17 и 19 домов. При выключении этого света наши насосы останавливаются. Потом система 2-3 часа, система бывает пустая. При включении этого электричества, мы зависим от электрика, при включении система поступает, проходит время, где-то надо 1-2, чтобы она наполнилась. Бывают перепады. Словом, причины слабого водоснабжения или его полного отсутствия разные. Их еще выясняют. А тем временем люди продолжают испытывать неудобства и надеяться, что продлится это недолго. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24. Сладкие угощения для косолапых воришек. В Ингушетии подкармливают медведей шоколадными конфетами, чтобы они не разрушали и не грабили пасеки. К оригинальному решению проблемы пришли в Минприроды. Насколько эффективной будет такая практика и забудут ли медведи дорогу к меду? По следам косолапых отправился Зелимхан Калуев. Медведи наступают в поисках сладкого лакомства. Косолапые забрели на одну из пасек в селении Сурхахи. Предприимчивый хозяин все же огородил свою территорию после незваных гостей, но вряд ли эта конструкция сможет остановить зверя. Ситуация с косолапами в Назрановском районе намного спокойнее, чем в Сунжинском. К примеру, в одном из предгорных сел региона пчелиную пасеку просто разгромили. Впрочем, в последнее время, как отмечают лесники, таких серьезных случаев набега диких животных в этой местности не было. Последние 2 года вообще на домашний скот яяс нападение, и на куште яяс. Сколько такой информации. А информации хозяин сразу говорит. Но если хищники уже почувствовали вкус меда, то не исключено, что это был не последний набег. Поэтому лесники решили прикормить зверей другим сладким лакомством – шоколадными конфетами. В каких районах леса водятся косолапы, и егери прекрасно знают. Часто медведи навещают вот это место, так как здесь груш много диких. Вот я несколько раз здесь медведей видел, почти каждый год вижу. Вот сегодня мы пришли именно сюда, чтобы выложить вот шоколады, чтобы медведь туда ближе к селам не проходил, чтобы пасеки чужие не трогал. Конфеты для косолапых сладкоежек оставили в нескольких уголках леса. Егери уверены, они точно должны прийтись по вкусу медведям. Раз на велосипеде научились кататься в цирке, то с этим дикие звери не прогадают, отшучиваются лесники. Насколько эффективна окажется идея, станет ясно очень скоро. Егери уверены, на пасеку они больше не сунутся. За последние 2 года медведей в этих лесах развелось очень много. Отстреливать нельзя, да и жалко мишек, говорят лесники. Поэтому альтернатива должна сработать, а те, кто пострадал от диких животных, могут обратиться за поддержкой.
в понедельник совещание министра Хаянтас повторит еле нападение, случай на пасеку, на животных, акт составить В зоне, где егери разложили конфеты, фотоловушки не раз фиксировали диких зверей. Кабаны, косули, лисы, шакалы, волки. Фауна ингушских лесов очень богата. Летом, как говорят егери, животные могут найти себе в лесу много лакомств. А вот зимой на помощь приходят охотоведы и оставляют для диких зверей корм. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Учиться никогда не поздно. Ингушские предпенсионеры проходят профобучение. Такую возможность они получили в рамках реализации национального проекта «Демография». Образовательные курсы проводят специалисты различных предприятий региона. К примеру, около 20 жителей уже изучают азы производства на заводе автоприцепов в селении Плиево. Репортаж Светланы Томовой. С повышением пенсионного возраста правительство страны столкнулось с задачей трудоустройства большого числа работников предпенсионного возраста. Тогда же в Минтруда России взялись за разработку программы поддержки этой категории сотрудников. Она уже показывает свою эффективность. К примеру, на заводе автоприцепов в сельском поселении Плиево жители учат профессии в теории и на практике. Есть специальный электромагнит. Вот при включении он прилипает к любой металлической плоскости. Вы можете сверлить потолок, стены, что угодно. Алихан Тачиев – строитель с многолетним стажем, но сейчас решил освоить новую для себя профессию. Он уверен, что знания и новые навыки никогда не помешают. После курса обучения намерен трудоустроиться, и предложение уже есть. Главное – желание учиться. И специальность дополнительная, она в жизни пригодится. Дополнительная специальность – это чтобы не сидеть дома, работать. После окончания рабочие места должны быть. В первой половине дня студенты, как их шутя здесь называют, проходят лекции, а затем практические занятия. Радимхан Евкурова считает, несмотря на то, что в этой профессии большинство мужчин, ее работа самая ответственная и требует бережного отношения. Тут больше необходима женская рука. Служительский центр занятия санна приоритет соус. То грязь соус, все декрет жуал соус. Аншим бетта диш тут соус. Шиботан чакболса. Крепость кесо. Хат аж из дукас, крепот дукас, прицепш. Да, бас, халбас, шундига дук без бомби бог. Как отмечает руководство завода, слушатели у них внимательные и ответственные. Кого-то уже рассматривают как своих будущих коллег. На таком производстве на специалистов за станком ложится большая ответственность, потому важно объяснять все как можно доступнее и проще. Главное, что для резчика, это выбор пилы. Значит, что имеется в виду? Пилы, они бывают разные, количество зубьев, величина зубьев. От этого зависит скорость резки. Применяют их в зависимости от толщины металла. По сути, мы создаем работников машиностроения. Здесь происходит обучение станочников широкого, узкого профиля, операторов станков с программным управлением, наладчиков станков. Далее мы еще обучаем, клепальщиков, вальцовщиков, ряд других профессий, порядка 10 основных рабочих профессий для машиностроения и сопутствующих. Слушателям ежемесячно полагается выплата 12 130 рублей. Обучающие курсы для жителей предпенсионного возраста на предприятиях проводят по договору с Центром занятости. За подготовку каждого из них организациям полагается свыше 45 тысяч рублей. После обучения возможно последующее трудоустройство. Обучение будет проходить 2 месяца. С 1 июля началось наше обучение, до конца августа оно будет продолжаться. Данный проект, целью данного проекта является улучшить качество старшего поколения, чтобы они были более востребованы на рынке труда, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Обучают граждан предпенсионного возраста наиболее востребованным специальностям в республике. Этот перечень утверждают в региональном правительстве, учитывая специфику рынка труда. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.
Пандемия нанесла большой ущерб ингушскому бизнесу. В марте-мае текущего года местные предприниматели потеряли порядка 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с весной прошлого года убыток вырос в 33 раза. В стране общая прибыль без учета малого бизнеса в марте-мае текущего года сократилась в годовом исчислении на 67%. Эксперты такое падение прибыли назвали худшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017-го. Тогда прибыль российских компаний упала на 28%. Сегодня Международный день молодежи. Каждый год дата посвящена определенной теме со своим лозунгом. На этот раз он проходит в тематике вовлечения молодежи в глобальные действия. В Ингушетии праздник отметили веселой квест-игрой. Задания были несложные, но интересные. Кто победил, знает Хава Гагиева. Желаем удачи, честного конкурса. Если вопросы возникнут, сразу звоните мне. Раз, два, let's go! Не успевает раздать конверты с инструкциями, как команды разбегаются в разные стороны. Точка назначения у всех одна. Цель – решить все задания, и только после можно идти на встречу с агентом. Он подскажет игрокам, что делать дальше. К слову, каждый уже определил для себя фаворит испытания. Сейчас мы думаем, что по скорости, по количеству того, что мы выполнили, мы думаем, что мы будем первые до лендере. А какое задание вам больше всего понравилось? Понравилось 4-е задание около аллеи матери, где надо было найти агента и надо было его рассмешить. Мы смогли это сделать, у нас это получилось. Сколько лавочек на аллее, какое самое высокое здание в Магасе, как рассмешить серьезного агента? На все вопросы нужно ответить в течение часа. Соревнуются 6 команд. В помощь участникам смекалка, ловкость и умение работать в команде. В квесте очень разнообразные и интересные задания, в ходе выполнения которых ребятам приходится передвигаться в принципе по всему периметру города Магас и выполнять свои задания. В целом мы, Комитет по делам молодежи, планируем наращивать это направление квест. Мы считаем, что молодежь с большим энтузиазмом и интересом к нему относится, в принципе, что мы сегодня и видим. Поэтому мы в дальнейшем будем проводить подобные игры не только в центральных городах нашей республики, но и в отдаленных селах, таких как Мужичи, Алтун, Акиюрт и тому подобное. Главное условие – не разбегаться и держаться вместе. Гаджеты запрещены, впрочем, они и не нужны. Здесь опираются лишь на собственные знания и чувство юмора. К слову, рассмешить того самого серьезного агента – задача не из легких, но многие заслужили награду. Моя миссия, у меня последнее задание, финишное задание. Участники игры должны меня как-нибудь рассмешить. Я им отдаю вот этот конвертик и слово. Кодовое слово. Каким шуткам чаще всего прибегают участники? Чаще рассказывают какие-нибудь добрые анекдоты, другой иной юмор употребляет. Так по-разному, кто как. Волонтеры квеста или поклонники такого направления так называют тех, кто уже играл ранее. Один из них Мустафа Гамкартиев. Парень признается, что теперь ни одна игра не проходит без его участия. Всегда получаю уйму эмоций и веселье, позитива, можно сказать, на весь месяц. Так как призы, которые нас ждут после победы, дают о себе знать. На сегодня я рассчитываю, что мы займем первое место, но посмотрим, как будет дальше. Пока результаты хорошие и ожидаю всего самого наилучшего. Несмотря на соревновательный дух, на площадке царит веселая атмосфера, а участники с удовольствием проходят задания шаг за шагом. Ведь такие встречи на свежем воздухе – то, что нужно после длительной самоизоляции. Как мы знаем, большинство негативных проявлений в молодежной среде, они связаны с тем, что молодые люди зачастую не заняты ничем. То есть эта незанятость, она приводит к тому, что энергия, тот потенциал, который у них есть, он направляется не всегда в правильное русло. Поэтому нашей целью является то, чтобы мы создали максимально больше возможностей для досуга молодежи, чтобы они не просто выходили на улицу и думали, а чем бы сегодня заняться, и сами себе искали какие-то занятия. А создавать эти площадки, создавать эти возможности, где бы они могли развлекаться, проводить свой досуг. К слову, призы для победителей сегодня такие же оригинальные, как и сама игра. Беспроводные наушники, портативные зарядки, ну а для прекрасного пола украшения от ингушского ювелирного мастера. Игра нам очень понравилась, мы заняли первое место, естественно, впечатления там шикарные. Было бы хорошо, если бы почаще устраивали такие игры, это для молодежи хорошо, также для школьников. Какой у вас девиз был на протяжении игры?
главное не победа, а участие, конечно, как всегда. По словам председателя комитета по делам молодежи, это не последний квест. Скоро жителей республики ждет еще масса интересных мероприятий, и каждый желающий сможет принять в них участие. Весело, дружно, а главное в кругу друзей. Именно так проходит Международный день молодежи. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Гордость нации» открыт. Победители получат общественную премию за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов страны. Проект реализует Ассамблея народов России при поддержке Совета при президенте по межнациональным отношениям. Претендовать на почетное звание могут лидеры и активисты этнокультурных организаций, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения. Заявки будут приниматься до 15 сентября. Поздравления с 82-летием принимает сегодня народный писатель Ингушетии Исаак Адзоев. Свой личный праздник именинник отмечает в кругу семьи. Но самые искренние пожелания в его адрес звучат не только от родных и близких. Поэт, драматург, педагог и общественный деятель Исаак Адзоев – автор первого на ингушском языке исторического многотомного романа-эпопеи «Галгай». Хава Султыгова продолжит. Прямолинейный, трудолюбивый и мудрый – лучшие качества человека, олицетворяющего целую эпоху. Исаак Адзоев – патриот своего народа, и это подтверждается всей его сознательной жизнью. Он передает свои чувства к ингушам через каждое произведение, пишет от души. В его сознании зарождаются сюжеты, которые так восхищают читателей. Исаак Адзоев – один из тех, кто стоял у истоков образования Ингушской республики в составе Российской Федерации. Республика состоялась благодаря воле Всевышнего и желанию народа. Эти слова писателя вошли в историю, как и он сам. Большой знаток ингушского языка вносит огромный вклад в его развитие. Ису Аюбовича всегда окружают книги, главные спутники его жизни, и им всегда он отдает предпочтение. عملي يشت تحبغت تحقده كيش كاش شوش داخكوا سون خات از سولور لطنا يدين كيش كدير هاديلا هالهاديلا دي هو أخن تيبوغرافي بصرة حج حقت أخن شريفت أدا حجاير عاد ديش جاير حج تيتي تو ديش العلم دات Крепкий мост между прошлым и настоящим, активный и подвижный. Его юмор и ирония не оставляют равнодушным. Уважаем и любим, им восхищается молодежь. Труды Исаака Адзоева стали хрестоматийными, а фразы из книг – крылатыми. Благодаря произведениям Исаака Аюбовича я могу сказать, что то отношение, которое у меня есть к родному языку, вообще к краеведению, это на 50% благодаря всему тому, что делал и делает Исаак Аюбович. Казахстанский дневник о бесправной жизни ингушей в высылке, эпопея ингуши, Хюястер, Над бездной, Обвал. Книги Исаака Адзоева, которые должен прочитать каждый. О жизни народа, о традициях и ценностях, об эздел, хрупком качестве, которое так важно сохранить, как сохранил воспоминания о целом поколении Исаак Адзоев, ингушский гений, горячо любимый своим народом. Хава Султыгова, Новости 24. Свои новые книги представил на суд читателя и коллег по перу писатель-прозаик Муса Хадзиев. Автор, не изменяя своим принципам, пишет в них о подвигах героев и становлении ингушского народа. Его творчество так или иначе переплетается с историей региона. Последняя книга «Линия мужества» написана в военной и приключенческой тематике. Я был главным редактором газеты «Даймок». И мне предложили писать для молодежи, ингушей. Первая моя книга была «Становление». Я взял образец идеального ингушского парня и на его основе написал эту книгу. Но книга оказалась недостаточно, чтобы раскрыть его характер,
его мужество, его смелость. И пришлось писать серию книг. Таких книг написано 10 штук. 3 из них вышли. Презентацию книг Мусы Хадзиева не смог пропустить и сегодняшний именинник Исаак Адзоев. Ознакомившись с последними творческими работами коллеги, он дал свою оценку как читатель. Tahana sait kirişküdüsün ardiyan. Az öjderi gizdişi dişat. Tehde har tehde doğaj kirişkaj. Sın çoğa nizbolj goza. Кварга яздыш штаважу. Ровно 12 лет назад борец Назир Манкиев принес сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов 23-летний россиянин поборол в финале азербайджанца Равшана Байрамова, двукратного чемпиона Европы и серебряного призера чемпионата мира. Триумф Манкиева спустя несколько дней на той же Олимпиаде повторил еще один наш земляк, боксер Рахим Чахкиев. А уже через 8 лет, в 2016-м, золото высшей пробы стране и республике на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро принес дзюдоист Хасан Халмурзаев. Смелые и отважные женщины-защитницы Родины. В годы Великой Отечественной они наряду с мужчинами воевали и трудились в тылу. Их подвиги на века остались в истории и памяти потомков. В Музее краеведения защитницам Родины посвятили выставку «Женское лицо Победы». Экспозицию посетила Тамара Хашагульгова. Несколько стендов, знакомящих с судьбами защитниц Родины. Вместо нарядных платьев – гимнастерки и бушлаты. С каждой фотографией улыбаются смелые красавицы. Среди них, конечно, особое место занимает Асият Тутаева. Она является одной из немногих тогдашних образованных женщин нашей республики. Она училась в Ленинградском государственном университете, готовилась к защите докторской диссертации и получению степени доктора медицинских наук. Но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В первые дни войны она записалась добровольцем. Она была взята в плен, и под угрозой смерти она ничего не сказала. И в ноябре месяце в Тернопольской области ее повесили. У войны не женское лицо, но, видимо, это не про Великую Отечественную. Разведчицы, танкистки, медсестры и летчицы. На земле, в море и в небе они сражались наравне с мужчинами. К примеру, герой Советского Союза Валентина Гризодубова совершила более 200 боевых вылетов. В выставке под названием «Женское лицо Победы» основной акцент делается на Валентину Степановну Гризодубову. Она является героем Советского Союза, основательницей первого антифашистского марша советских женщин. Также стоит отметить то, что в 1938 году они совершили первый полет на самолете «Родина». Валентина Гризодубова вошла в историю и как первый председатель антифашистского комитета советских женщин. Его правопреемником стал Союз женщин России, инициатор выставки в рамках акции «Женское лицо Победы». Если раньше основной целью Союза женщин России было повышение статуса женщин в обществе, то сегодня эти цели изменились до реализации с государством демографических проектов. Выставка «Женское лицо Победы» проходит в Краеведческом музее республики впервые. Из-за неблагоприятной эпидобстановки ее до сих пор откладывали. Мы, в свою очередь, эту акцию приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 110-летнему юбилею со дня рождения советской летчицы и героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. И эта выставка наша продлится до конца года, так как этот год считается годом памяти и славы. Эта экспозиция как дань памяти тем, кому мы обязаны мирным небом над головой. И еще напоминание, что война не щадит никого, ни мужчин, ни женщин. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.